Мягаш муштатар. Я мягаш, нага, шитты, койты, цайтты, этты, по-разному, кошка хаджа. Цены приемлемые, спрос идет на ура. На Суженском сельхозрынке уже вовсю началась продажа овец и барашек к священному празднику Ид-аль-Адха. Для заклания жертвенного животного здесь реализуют только лучшее поголовье, делятся продавцы. Согласно нормам ислама, жертвенное животное не может быть больным или истощенным. Такого же мнения придерживаются ветеринарные врачи, работающие на местах продажи. Дважды в сутки они следят за состоянием крупного и мелкорогатого скота. Монитировку мы проводим, смотрим животное в каком состоянии. Если, конечно, оно нездоровое, мы проводим дальнейшие исследования. Но в данный момент, со вчерашнего дня, такого инцидента у нас не было. Места загона устроены таким образом, чтобы покупатели могли легко осмотреться и выбрать подходящего барана для жертвоприношения. К тому же в администрации города предусмотрели удобные подъезды без создания помех движению на проезжей части. Здесь подъезд удобный, здесь пробок нет. В соседнем Троицком торговые точки по продаже животных решили открыть по центральной улице Шоссейная. Всего здесь организовали 10 таких мест, и этого вполне хватит, чтобы каждый житель села мог совершить жертвоприношение. А вот на Карабулакской бойне можно не только купить, но и тут же на месте разделать мясо животного на равные части. Местные власти позаботились, чтобы в процессе продажи и забоя крупнорогатого скота был соблюден порядок утилизации мусора и отходов после проведения праздничных мероприятий. Организовано, мы увидим место забоя. Здесь в соседних помещениях у них также место забоя и загоны для скота. Тут же имеются и разделочные места, то есть на доли, чтобы разделать. Площадки для закупки и забоя скотины были заранее определены во всех муниципалитетах по поручению правительства региона. Это делается для того, чтобы исключить продажу с нарушениями санитарных норм в период распространения коронавирусной инфекции. Есть еще и нюансы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. У нас все еще идет второй этап, то есть определенные меры, которые мы должны соблюдать сейчас. Поэтому очень важно было определить места, где это все будет происходить, чтобы были ответственные люди, которые следили за всем этим. Праздник Ид-аль-Адха начнется 31 июля и продлится в течение нескольких дней. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.